настолько просыпаемся, потом делаем вот такую работу, вот такую работу, такую работу, потом вот трудиться, у нас дверь в окно, у нас в окно в дверь, поэтому детство у меня было вот такое, я очень доволен, и от работы еще никто не умирал. Я управлял бизнесом на 13 субъектах России и 5 странах Центральной Азии. Я бы хотел видеть город безопасным, комфортным, удобным, чтобы было престижно. Всем привет! У меня сегодня необычный гость и необычное место. Вы не привыкли смотреть меня в таком месте. Обычно я записываю интервью в машине. Сегодня у меня в гостях глава Зеленодольского района и мэр города Зеленодольска Афанасьев Михаил Павлович. Здравствуйте. Мы не случайно, сегодня с вами собрались здесь. Хотелось взять интервью и именно приурочить его к какому-то такому празднику, может быть, или событию в вашей жизни. У вас день рождения, и я хочу лично поздравить вас с этим замечательным праздником, юбилей, 50 лет, и пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов, чтобы тот путь, по которому вы идете, не сбивался, всегда шел в том направлении, которое вы задали себе. И если у вас будет много сил и здоровья, соответственно, и у нас, горожан, все будет хорошо. Поэтому это и в наших интересах тоже, чтобы у вас все было хорошо. Я надеюсь, что подписчики, кто нас смотрит, тоже с удовольствием присоединятся к поздравлениям. И Михаилу Павловичу, думаю, приятно будет на досуге почитать ваши комментарии в виде поздравлений и пожеланий каких-то. Конечно, я посмотрю. Да. В целом, спасибо за встречу, за инициативу. Мне это очень интересно и важно. Я считаю, вот тот формат, когда мы встречаемся с блогерами, журналистами, пусть не так часто, как бы, может быть, хотелось, но главное, что у нас такой формат есть, и мы имеем возможность встречаться и разговаривать. Спасибо вам, что вы тоже открыты перед людьми, и даже у меня все-таки в основном это молодежь, подписчики. Мне кажется, многим из них интересно было бы вас узнать не только как главу города, а и как человека, как мужчину в том числе. Да, конечно. И вот сегодня я хочу это уже не молодежь, уже рассказать людям именно о вас как о личности, как о мужчине, который добился успеха в жизни. И начну с первого вопроса, который именно подписчики задавали. Им интересно, как прошло ваше детство, в какой семье вы выросли, и, может быть, пару слов, которые запомнились от родителей, с которыми вот вы с понятиями с такими росли. Знаете как, все мы одинаковые, и все проходили периоды, мы все жили в Советском Союзе, потом, такая вот трансформация, стали жить, все изменилось, страна распала, Советский Союз, и мы были свидетелями вот всех этих процессов. То, что касается себя лично, я считаю, что я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, я с желанием, с удовольствием работаю, и желание одно — сделать как можно больше полезных дел и заниматься улучшением качества жизни наших людей. Город Зеленодольского района и в целом мы в одной команде, единой команде нашей республики, с нашим президентом Рустамом Валерьевичем Минихановым. Мы работаем на созидание в городе, в районе, в республике, в стране, и здесь мы едины. Я родился в простой семье учителей, у нас 4 детей. Вы в деревне, по-моему, родились? Да, я родился в деревне, я деревенский парень, и хочу сказать о том, что я очень рад тому, как вот проходило мое детство и юность. У нас было 4 детей в семье. Старший брат, я, сестренка и младший братишка. Старший, он тоже по образованию педагог, потом служил в спецслужбах. Сестренка работала в ЦИКе, сейчас тоже занимается семьей и работает в одной организации, связанной с охраной труда.
Я, понятно, я вместе. И мой младший братишка, такой поздний ребенок, он работает руководителем аппарата в Высокогорском районе. Был замп экономики, сейчас руководитель аппарата. То есть у вас все успешные, да, В получается? кадровом резерве президента находится. Ну, как бы да, у всех семьи, жизнь обустроена, у всех дети, у моих родителей внуки, то есть все хорошо. В детстве, Ален, обычная сельская жизнь, рано вставать, поздно ложиться, полный двор был всегда скотина, огород огромный, и всегда нужно было успевать, и мы все успевали, и в целом, ну, детство было очень счастливым. Работы вы не боитесь? Работы мы абсолютно не боимся, и были, вот, всегда был график. Вот, во столько просыпаемся, потом делаем вот такую работу, такую работу, то есть все было всегда расписано, и как бы это было уже, ну, как такая обязанность, и она всегда тебя заставляла быть организованным, и эту работу там сложно было на кого-то переложить, потому что у каждого из нас были свои обязанности. Да, взаимозаменяемость она была, но я даже не замечал, мы дружно, весело заготавливали дрова, кололи, складывали, топили печь, воду таскали, в то время канализации не было, сколько воды принесли, столько воды унесли. Потом какие-то удобства стали появляться, но нам всегда хотелось облегчить жизнь своим родителям. То есть я знал, что вот если вот эту работу сделаю, то папе там поменьше достанется, маме. И мы брали эту работу на себя для того, чтобы как-то высвободить наших родителей. Поэтому детство у меня было вот такое. Я очень доволен. И от работы еще никто не умирал. Какие-то слова, может быть, помните, которые вот отец вам говорил в детстве? Ну, типа без труда не выловишь рыбку из пруда, или потому что бывают такие наставления, которые вот с возрастом проносятся, и ты говоришь, вот мне отец говорил тогда, и он был прав. Ну, знаете, как, во-первых, мы жили очень дружно, у нас очень дружная семья, мы дружили с соседями, и я помню, в детстве же бывают такие вот увлечения. Одно время там я увлекся, например, кроликами. Значит, все. Говорю, пап, давай вот, я нашел в журнале, там, юный техник, по-моему, как собрать клетку. Он говорит, может быть, сделаем ее совместную, ну, сделаем такую универсальную. То есть, если не кролики, потом, чтобы можно было, там, скажем, цыплят. Я говорю, нет, пап, давай, не будем, давай вот только вот, если вот так мы решили, вот как там сделано, кормушки и так далее. Он говорит, ну ладно, давай. И мы с ним мастерили. Потом какое-то время я поувлекался, потом появились другие увлечения. Но мой отец, он был строгий, но справедливый. Он никогда не повышал голос. Я не помню, что он кричал, тем более как-то бил. Такого вообще близко никогда не было. Мы жили и работали уважением к родителям, уважением к старшим. И это было нашим двигателем. Вот вы сказали, что вы с животными, да, много времени проводили. Именно это послужило выбору вашей профессии в дальнейшем? И как так сложилось, что вы уехали из деревни? Нет, знаете, как все очень просто. Ну, во-первых, ну, деревенская жизнь. Было крупное хозяйство, колхоз «Советский труд», богатое было хозяйство. Руководитель был сильный, Иван Михайлович Комиссаров. Он был во многих для меня примером. И мне хотелось быть как он, быть председателем колхоза и вот так вот управлять производством, быть полезным людям, потому что в то время, Лена, девушка городская, да? Да. Девушка городская. А вот понимаешь, когда ты живешь в деревне, в колхозе, председатель колхоза в то время, это был царь и бог. У него были ресурсы, у него был транспорт, и вопросы, какие возникали, там свадьба, похороны, проводы в армию и так далее, это вот он знал всех, у кого что как происходит, какая нужна помощь и так далее. И мне это нравилось. Я с детства начал работать, подрабатывать на одной работе, на второй, на третьей. Вот. И я хотел получить
образование сельхозное, и так поступил. Вы вот учились в ветеринарной академии, да, в Казани, да? Да. А, насколько я знаю, вы потом в аспирантуру пошли. Вы хотели преподавать? Для чего вам это нужно было? Знаете, как так получилось, что закончил институт, ну, я из чего исходил? Если время ты проводишь, вот ты учишься в институте, но надо максимально эффективно его провести, максимально больше ему научиться, ну, чтобы как-то с пользой провести время. То есть там отучиться на права, там, заниматься спортом, языки учить, еще что-то, еще что-то. Но если уж там находишься, я старался учиться хорошо, и получилось так, что закончил институт с отличием, и ректор предложил аспирантуру. Я вначале сильно удивился, как-то вроде у меня вообще в план не входило, и это было как бы, ну, я вообще даже не думал об этом. Но потом уже пошли и реформы, стало все меняться, и я поехал к своему наставнику, Ивану Михайловичу Комиссарову, и мне говорит: я тебя очень прошу, вот, я знаю, тебе предлагают аспирантуру, ты аспирантуру закончи, и потом приедешь. Ну, все, у тебя двери открыты, как бы я тебя жду. Потом аспирантура, потом диссертация кандидатская, потом работа в деканате, замдекана, преподавать. И Это обязательно, да, получается, нет? Обязательно, просто как бы, у меня так получилось, что аспирантуру закончил, был ассистентом, старшим преподавателем, замдекана, а потом, ну, вопросы чисто меркантильные, то есть как-то нужно было жить. Семью? Да. Вы тогда уже к тому времени семью завели? Нет, у меня Нет. семьи в то время не было, но я всегда работал даже в аспирантуре. Я был сторожем компьютерного класса, охранником там в одном офисе, и старался как-то зарабатывать, чтобы можно помогать семье, родителям. Вот. И потом случайно я увидел одно объявление, что требуется специалист в одну западную компанию. Шансов у меня было почти 0,0. Знание языка нужно было? Ну, там знание языка, опыт продаж, нужен, так далее, так далее. То есть у меня ничего не подходило. Но было желание. Было желание Это самое такое, главное. да, вот просто я очень хотел, тем более там была такая фишка, что, наверное, самый так крутой мотиватор был для меня то, что представляет служебный автомобиль. Мне, там, молодому парню, у нас была семейная машина. Очень хотелось, конечно, свою машину. Так, чтобы у тебя была там своя машина, это было просто предел мечтаний. И я начал двигаться, прошел одно кадровое агентство, второе кадровое агентство, потом, значит, Москву и так далее, так далее. Потом меня взяли испытательным сроком, потом испытательный срок продлили, и, ну, было очень так все напряженно. Но потом вот трудиться, нас в дверь, мы в окно, нас в окно, мы в дверь. И пошло. У меня стали появляться результаты, успехи. Я стал карьерно расти и, в принципе, добился максимума, что можно было добиться в рамках компании, где я работал. Дальнейшие кадровые перемещения были связаны только с переездом. Надо переезжать или, значит, там, в Самару, в Москву, или переезжать в другие страны, в Скандинавию. Но меня мама не отпускала. Я хочу подписчикам сказать, ребят, вот наглядный пример того, что если человек чего-то хочет, он берет и добивается без связи, без каких-то там материальных, да, больших вложений. Ну, то есть никто же вам не помогал, вы сами своим трудом, умом, своим трудом. Если ты захочешь чего-то добиться, главное желание. Все остальное уже приложится. Да, если ты захотел это сделать, не останавливайся. Вот как вы сказали, если не в дверь, так в окно. Если в окно, так в дверь. Но вот этот момент действительно был хороший вариант, он был связан с перемещением, с переездом. Но в тот момент вот мои родители, мама, она говорит: нет, ты у нас в семье вот, как бы такой. Самый умный. Ты должен как бы смотреть за старшими, за младшими, как-то вот я тебя не отпускаю, и ты никуда не поедешь. Вот.
Ну, вы же доработались до должности регионального представителя, да, даже? Нет, я был директором, Ага. директором региона, это в иерархии компании, где я работал. И можно было- сказать, что вы продавали, да? Ну, Это, мне кажется, я думаю, очень... не обязательно, кому надо, узнать там таких там, потому что мы уже сейчас уйдем в детали, я могу, правда, говорить целые там 3 часа там без остановки. Но Ну, это все связано с сельским это хозяйством. все связано с сельским хозяйством, все связано с молоком, переработкой молока, с оборудованием для молочных ферм, сопутствующие вещи и так далее, так далее. Но, По жизни с вами это шло всегда. ну, как бы да, ну, регион, вот в понятии там западных компаний, я управлял бизнесом на 13 субъектах России и 5 странах Центральной Азии. То есть это огромный объем, это офис, это выстроенная система сервиса, поставки, консультирования, сопровождения и так далее, и так далее. И много разных людей. Вот то, что сейчас мы говорим дистанционно, там вот эти все вещи дистанционно, они уже были внедрены уже давно, и мы им пользовались. То есть ты должен был уметь управлять людьми на расстоянии. То есть и важно было доверие, ответственность людей, потому что он находится за там, тысячи километров. Но он сам строит свой график, он сам работает, но есть правила игры, есть обязанности, есть специальная методика, по которой все видно, и в принципе это не обязательно. У ребят не было офисов, то есть их офис был машина, там, заказчики и так далее, так далее. То есть они все выполняли работу на дому. Вот вы, получается, занимали такую хорошую должность, у вас служебный автомобиль был. Как так получилось, что вы потом ушли в политику? Ну, знаете, как, во-первых, ну, всегда надо в жизни что-то менять. И у меня так получилось, я очень Пришло рад. время. В 2010 году наш президент Рустам Галич Минниханов, он стал президентом после премьер-министра. Это был 2010 год. И так вот судьба сложилась. Я возглавил Ладожский район. И многому приходилось учиться на месте. На ходу. Но хорошие наставники, сама структура, вот, аппарат президента, министерства, все наши вот, институты, государственного управления, они давали там своевременные подсказки. То есть всегда можно было быстро научиться, посмотреть, изучить опыт коллег, которые работали там до меня, и ставить задачи, определять приоритеты и двигаться вперед. Я вчера, когда готовилась к интервью, тоже в интернете искала, конечно, информацию, и наткнулась на отзывы о том, как вы руководили Ладожским районом. Там было очень много людей, которые благодарны вам, которые писали, что очень жалко было вас отпускать, что там даже некоторые там переживали, так что вы уходите. Это очень приятно, что вы оставили после себя что-то такое, да, о чем люди до сих пор помнят и, ну, можно сказать, жалеют, что вы ушли. И мы очень рады, что у нас сейчас такой руководитель, который имеет за плечами такой позитивный, хороший опыт, и люди, самое главное, довольны вашим правлением. Хотелось бы спросить насчет Зеленодольска. Какие у вас планы на ближайшие 5 лет? Может быть, я понимаю, что сейчас, наверное, тяжело говорить о том, что будет, потому что коронавирус, он внес свои, да, какие-то коррективы. Когда мы хотели планировать, у нас не так все получилось, как хотелось бы. Но все-таки вот очень много вопросов было вчера о том, что как вы видите город через 5 лет? Ну, во-первых, Алина, по работе, по отзывам, наверное, кто-то хвалит, кто-то, может быть, так и не очень. Люди все разные, Ну, и, да. в принципе, я как бы спокойно отношусь к Критики. когда хвалят и когда критикуют. Ну, это моя работа, и мы не идеальны, мы можем делать какие-то и ошибки, ну, желательно, чтобы их было меньше. Где-то мы можем ситуацию поправлять, у нас не бывает вечных решений. Сегодня оно так, потом какая-то может быть трансформация.
Не это главное. Главное то, что какая цель и куда мы двигаемся. То, что касаемо Зеленодольска, я могу сказать о том, что через 5 лет, это небольшой период. 5 лет это период небольшой, даже вот реализовать какой-то проект, значит, от идеи до воплощения проходит годы. Скажем, мы хотим построить крупный объект, социальный, школу хотим построить. Нужно подобрать место, нужно сделать проект, пройти экспертизу. Значит, это стоит денег на серьезный проект. Только проектная работа будет стоить там не меньше. Только подготовка, да, занимает очень много времени и средств. Потом это все, значит, выстроить систему, получить поддержку президента, правительства, войти в план и построить уже минимум 2 года может пройти. Зеленодольск, во-первых, он уже очень успешный и очень красивый, и очень трудолюбивый, и очень своеобразный. Это нормально. Но 100-тысячный город. Алин, 100-тысячный город. Казань 1 200 000, Челны 500, Нижнекамск 250, Альметьевск 150, и мы идем за 100. Конечно, надо сравнивать сравнимые вещи. Нас сложно сравнивать там с муниципалитетами, которые как бы кратно меньше нас по численности. Ну, у каждого своя судьба. Я бы хотел видеть город безопасным, комфортным, удобным, чтобы было престижно и жить, круто да? жить в Зеленодольске, чтобы это было такое место, даже чтобы люди могли комфортно жить в Зеленодольске, работать в Зеленодольске, или даже как-то по-другому, там, даже если какая-то миграция будет оставаться, и это тоже быстро победить будет сложно. Город молодежный, Арина, чтобы было много детей. Конечно, я бы хотел видеть другую транспортную инфраструктуру, дороги, пешеходные переходы, мосты, освещение, социальные объекты, и школы, детские сады. Еще один спортивный объект нам нужен просто вот как воздух, и мы занимаемся, хотим построить физкультурно-оздоровительный комплекс, который вмещал в себе и бассейн, и плоскостные сооружения. Но Москва не сразу строилась, это займет какое-то время. Нам нужно развиваться, двигаться, нам нужно много строить. Но самое главное, нам нужны рабочие места, нам нужно новое производство. Небольшие и маленькие, и самозанятые. И вот такие ребята, как вот вы, когда люди заняты своим делом, есть небольшой бизнес, они увлеченные, они радуются жизни, занимаются, они позитивные. Вот чем больше будет таких историй, тем будет лучше. И мы к этому придем. Нам немножко поправить ситуацию по диверсификации, чтобы, да, у нас есть 2 мощных завода, мы на них опираемся, это наши киты, и мы на них стоим. Но нам нужна россыпь малых предприятий самой различной направленности. Вот сейчас только на коллегии Минцифры докладывал Кевин, компания Казань-Экспресс, зарплаты, которые они предлагают, это большие цифры. Достойные. Это 300 тысяч, это там 250 тысяч. И вы можете открыть их сайт, посмотреть, они реально набирают, им нужны люди. Нужна квалификация и так далее. И они сейчас пылесосят вот все вокруг для того, чтобы найти кадры. Вы можете представляете, да, если у нас будет там 500, а может быть там 1000 рабочих мест, примерно с таким уровнем заработных плат, там плюс-минус, это же будет какое подспорье. А если таких будет не 1, а 2, 5, 10, 20, 30, и у людей появятся деньги, у нас все изменится. У нас появятся новые виды услуг, спа-центры, какие-то рестораны и так далее, так далее. Все зависит от возможности населения, от покупательской способности. Если у людей
хорошая заработная плата, если у них достойная рабочие места и нежеланием эту работу выполняют, то люди будут меняться. А что бы вы хотели вот донести через это интервью вот до каждого жителя, до молодого жителя нашего города, чтобы мы все вместе пришли вот к этому результату? Это очень классно, тоже, о чем вы говорите, это очень перспективно, и мне кажется, каждый согласится, наш житель, что ваши слова — это Богу бы в уши, чтобы все было так, как вы запланировали. Что я понимаю, что вы один, естественно, это будет тяжело. Нужна команда, нужны люди, и каждый в каждой квартире каждый человек может что-то сделать, чтобы мы пришли вот к какому-то единому классному результату. Ну, знаете как, во-первых, мы должны качественно выполнять свою работу на наших рабочих местах. Вот где бы мы ни работали. Мы работаем в любой сфере. Если мы студенты, значит, мы должны тоже исправно учиться хорошо и заниматься спортом, я не знаю, языками, эффективно проводить время. И, конечно, один глава, мэр, там, исполком, совет, сельское поселение, вот, властная структура. Ничего не получится, если мы не будем вместе, если не будет единения, и если вот у нас вот по крупицам мы не будем собирать и создавать позитив. То есть вот, наш город, 100-тысячный город, город-спутник Казань, вот у него такая судьба. Здесь Волга, здесь леса, значит, и наше преимущество. У нас есть, во-первых, сильный город, у нас есть хорошая логистика, и мы этим пользуемся. У нас много помещений, много мест, которые сейчас простаивают. Они простаивают, и нам их нужно занять. Вот вы, Алена, ваши подписчики, всех призываю к тому, чтобы найти себя, свое дело и созидать. Вот на любом поприще. Это или там хороший блогер, это может быть хороший водитель, это может быть хороший сварщик, это может быть хороший повар и так далее, так далее. Работы очень много, места хватает для всех. Вот, например, совсем недавно, вот сейчас, в данный момент, предприятие из другого региона России размещает у нас производство, ставят станки и будут выпускать станции на солнечных батареях. То есть вот сами батареи они будут приобретать, потому что так получается выгоднее их приобрести в Китае и так далее, но саму основу, саму оснастку они будут делать здесь у нас в Зеленодольске. Другие ребята, сейчас начинается монтаж оборудования, мы ждем специалистов из Индии, чтобы собрать линию, которая уже поставлена. Завод называется фабрика мягких контейнеров. Будут делать такие бигбэги, емкости для хранения, для перевозки сыпучих товаров от небольшой сумки до бигбэги для удобрений, для зерна и так далее, так далее. В том числе есть решение, когда вагон железнодорожный, в него ставится такой большой пакет, значит, с возможностью перемещения, и он засыпается грузами, поднимается, перемещается, то есть не нужно уже высыпать, собирать, перемещать. Вот. И это будет делать все фабрика, которая находится у нас. Современные технологии, да? Конечно. Но это производство, и там будут люди, там нужны будут специалисты. Они будут нанимать людей. И вот возможность проявить себя она есть. Может быть, надо будет переучиться. Ничего такого, небольшие курсы, получить новую специальность, и вообще надо учиться всю жизнь. И что у тебя такая специальность. Если ты видишь, что рынок требует чего-то нового, тебе это интересно, надо пойти научиться этому, да, и заниматься. Ничего здесь такого нет. Хороший совет.
О личной жизни мы можем поговорить, о вашей семье, о том, во сколько лет вы поженились с вашей супругой, и вот сколько раз вас видела, вы всегда так тепло о ней отзываетесь, сразу видно, что у вас такие теплые отношения в семье. Да, вот я женился, я не знаю, там, мне кажется, что поздновато, женился в 29 лет, но у нас разница с супругой 8 лет. Я 71 года, она 79 года. И если бы я женился раньше, в 23 года, 24, то я точно бы не смог жениться на ней. Поэтому я считаю, что все нормально. Хотя чем раньше ты женишься, заводишь детей, тем лучше, я так считаю. Ну вот у меня получилось так, как получилось. У меня очень хорошая семья, очень хорошая супруга. Она мой товарищ, она трудяга. И она иногда говорит о том, что если бы не я, может быть, там и не стал бы ты главой. Да. Я не исключаю, я с ней соглашаюсь, потому что во всех моментах, в радостях и в горестях мы были вместе, у нас 3 детей. Старшая дочь закончила школу, поступила в Москву, в Плехановку. Она учится хорошо, нас радует своими оценками. И сейчас на дистанционке в Москву как-то отправили так вот на дистанционное обучение. Но тоже она мне пишет, правда, 85 баллов. 85 баллов это значит 5. Да, я как бы ее поздравляю. Вторая Есть дочь, кого хорошо учиться. Вторая дочь Рита, она учится в 7 классе. Она тоже очень такая увлеченная девочка. Она играет на скрипке, на пианино, она художник, она рисует. У нее есть такая тяга к инженерным специальностям. Она всегда как-то вот в таких тусовках, она едет в лагерь, и ей не важно Общаться любит, да? в лагере какие там комфортно, некомфортно, ей важно быть с друзьями, общаться, как быть на волне. Она очень интересная девочка. И младший сын Арсентий, ему 7 лет, он первоклассник, и тоже очень интересный мальчик. Им интересно общаться, разговаривать, он очень вдумчивый. Он уже в года в 3-4 собирал лего для 7-летних, 10-летних. Он это все так... Инженерные способности тоже Как присутствуют. он это может там все собрать? Вот сваливает кучу мелких деталей, и потом из него получается картина. Ну, он такой усидчивый, он, конечно, тоже любит поиграть в интернете, в iPad, в айфонах. Но у меня не получается, но у Светланы получается. Она четко у всех расписан график, он висит на кухне, кто что делает, и приходит время, например, там 10 часов. Сын знает, что надо сдать все, Без всяких слов, да? все приставки, все iPad, и он берет iPad, телефон, приходит и говорит, что 10 часов, мама, я все положил. Но если были какие-то моменты, он там отвлекался, или там что-то мы ему там поручали и так далее, он говорил, у меня Запас вы есть. забрали 5 минут, значит, эти 5 минут он всегда у нас как бы просит вернуть. Напоследок хочу закончить вопросом таким от подписчиков. Было ли у вас в жизни такое, сожалеть о чем приходилось бы? Знаете, как я человек... Если было, то о чем? Я человек эмоциональный и так близко к сердцу воспринимаю некоторые вещи, хотя, как говорит наш первый президент Тимофей Шаймиев, во власти со слабым миром не ходит, и мы именно так и работаем. Но в то же время мы все живые люди. Такого, чтобы вот о чем-то сожалеть, чтобы вот сделать какую-то вещь, чтобы было за это стыдно, я не припомню. Может быть, что-то и было, может быть, там где-то я ненароком, может быть, и кого-то обидел, но каких-то таких вещей, чтобы жалеть о чем-то там, как-то корить себя, посыпать голову пеплом, такого вроде бы нет. Слава богу, не было. Да, я стараюсь к таким вещам внимательно относиться, чтобы вот наша совесть была всегда чиста. Я очень рада, еще раз повторюсь, что у нас такой замечательно умный
Мне вот это очень радует, что вы умный, что вы закончили университет с отличием наверняка, да, что вы в аспирантуре поучились. Хочу вам пожелать, чтобы все у вас получилось, чтобы наш город процветал, чтобы жители были довольны, счастливы, побольше улыбок на лицах у людей каждый день. И хочу, чтобы в комментариях люди тоже позитивно оценивали. Пишите ваше мнение, как вам понравилось, может, что-то пожелание, поздравления оставлять. И за самый позитивный комментарий мы разыграем что-то интересное от нашего, как сказать? Давайте сделаем мы так. Я полностью согласен с таким, если сделать небольшой конкурс, вы сами посмотрите методику, я готов поучаствовать, вместе продумаем, какой сделать подарок, какой сделать приз. И я хочу, чтобы подписчиков у вас, Алина, было все больше и больше. Спасибо. Чтобы вы достигли и сотен тысяч, и миллион, чтобы перешагнули, чтобы... Я уверен, что небой горшки обжигает, и все это может получиться. Благодарю. Я обращаюсь тоже к подписчикам. Я встречаюсь часто с журналистами, с блогерами, и мне это интересно самому. Мы вместе, мы в одной лодке, и наш успех зависит только от нас. Всем желаю счастья, добра и всего самого наилучшего. И хотел бы от имени всех подписчиков и от меня, я и не подписчик, как смотрю, не очень-то много у меня, как бы не очень много подписок, их всего 10, это моя там семья, президент и, ну, в принципе, вот все. И я наблюдаю за всем, а сам как бы пока еще ни одно фото в Инстаграм не выложил. Мы, Алина, вручаем вам. Благодарю. Очень приятно. И давайте, друзья, подписываемся на Алину. На официальный Зеленодольск. На Зеленодольск Official, да, у нас там тоже мы растем, сейчас 13 100, да, 13 100, 200, 13 200 подписчиков, все подписчики уникальные, я думаю, что будет еще больше. Нам важно общаться, нам нужна коммуникация, мы должны друг друга слышать и видеть, и это очень важно мне, получать объективную информацию из разных источников. Там, где что-то не так, мы готовы самосовершенствоваться и работать над собой. Спасибо за интервью.